Александр Сергеевич, эпидемиологическая ситуация на данный момент? Сегодня у нас в Якутии официально 15 больных новой коронавирусной инфекцией, и один анализ у нас находится на подтверждении в Новосибирске, в лаборатории «Вектор». Хочу сказать, что у нас за эти выходные, об этом население тоже знает, вот как раз тот анализ, который сегодня находится в «Векторе» в Новосибирске, он взят был у одной из работниц нашей городской больницы номер 2 Портовской, в рамках того, что мы всех сейчас медработников стараемся проверить как раз на эту инфекцию. Соответственно, сейчас у нас приняты ограничительные меры именно по поликлинике, по больнице номер 2 Портовской. Она закрыта. В принципе, так как у нее непосредственно такого контакта с больными не было, мы считаем, что там не должно быть случаев заражения больных, но вместе с тем, все те, кто на больнице находится, они сейчас все уже сдали анализы, и врачи также сдали, те, с кем она контактировала. Всего хочу сказать, что за эти выходные Роспотребнадзор и наша лаборатория республиканская, больница номер 3, обработали рекордное количество анализов, 752 анализа, все они отрицательные. То есть первично мы сейчас видим, что все-таки случай заражения произошел, скорее всего, не в больнице, а в другом месте. Но Роспотребнадзор соответствующими органами работают дальше по контактам этой предположительно больной. Мы надеемся, что в ближайшее время все-таки цепочка по возможному инфицированию будет окончательно установлена. Состояние всех больных стабильное, которые сегодня лечатся, и мы надеемся, что уже на этой неделе у нас будут первые выздоровевшие в республике. Хочу еще раз обратить внимание, что сейчас началась как раз нерабочая неделя, объявленная президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. К сожалению, мы видим, что на улицах достаточно много просто праздно шатающихся людей, абсолютно недопустимо. Мы еще раз призываем всех в эти дни находиться дома, максимально ограничить свои социальные контакты. Много обращений от бизнесменов, которые хотят те или иные свои торговые точки открыть. Коллеги, нельзя за сиюминутной выгодой, еще раз говорю, подвергать опасности и здоровье своих работников, и людей, которые у нас в городе живут. Поэтому здесь ограничительные меры, в особенности по товарам первой необходимости, их конкретно вводят органы местного самоуправления на основании того списка, который им сегодня рекомендован со стороны федеральных органов власти. Поэтому решения будут они принимать и принимают. Я считаю, что здесь органы местного самоуправления должны все-таки действовать максимально жестко. Далее, по лицам, которые прилетают к нам из-за границы, за последние 2 недели в республику у нас прилетело 2012 граждан наших, которые из-за границы вернулись. Еще раз напоминаю об обязательном ими исполнении уже предписания о самоизоляции. Сегодня такая работа уже начинается практически с аэропорта, но вместе с тем эту работу, конечно же, и органы местного самоуправления, и в первую очередь сами люди должны быть ответственными и организовать. Далее я все-таки советую очень тем людям, которые у нас прилетают из других регионов, в первую очередь из Москвы, из Санкт-Петербурга, тоже максимально все-таки следить за своим здоровьем, по возможности самоизолироваться, если есть такая необходимость, и при малейших проявлениях каких-то ОРВИ, пневмонии и так далее, сразу сообщать в учреждение здравоохранения. Тоже очень важно, потому что, к сожалению, сегодня мы видим, что болезнь у нас в Москве, в других центральных регионах достаточно быстро уже начинает распространяться. При этом те ограничительные меры, которые сегодня вводятся органами власти там на местах, мы тоже внимательно изучаем, и, конечно, при необходимости такие меры у нас в республике тоже будут вводиться. Хочу также обратить внимание, что у нас запасы медикаментов, запасы продовольствия, они все сформированы. Тут пытаются некоторые, опять же, фейки вбросить, что там того нет, этого нет. В принципе, все у нас есть. Единственный вопрос по медицинским маскам. Хочу сказать, что первые уже фуры вышли, еще вчера из фабрики. Сейчас просто по Китаю изменилась также логистика, связанная с тем, что по Китаю ограничительные меры по многим дорогам еще до конца не сняты, удлинился срок доставки, но мы надеемся, что уже на этой неделе, все-таки к концу недели у нас эти маски уже в Якутске здесь будут. Спасибо.
Это был брифинг главы Якутии с последней информацией о ситуации с COVID-19 в регионе. Оставайтесь с нами. Якутскэнерго рекомендует: передавайте показания